Гала районаҿ хадаратәла иаадрыхуа ақыҭан хамҩатәы аалыҵқәа роуп. Араҟа ирааӡон ацитрус шәҩырқәа, ауҭраҭых, аџьықәреи, араса, зынӡа иҟам анаплак дуқәа. Аибашьра ашьҭахьтәи аамҭа уадаҩқәа ирыхҟьаны, ацитрус шәҩырқәагьы ианаамҭаз аус рызрыдуломызт, ирзыхәышәтәуамызт. Арҭ ахҭысқәа зегьы аекономика ианымԥшыр амуит. Уажәы еиҳарак араион ауааԥсыра хәмыҟәгагас ирымоу арасоуп. Иааидкылан шықәсык еиныргало жәаҩа-нызқь тонна инарыцны. Фымзтәи аихшьаала иаанарԥшит, џьара-џьара аусурақәа цәгьамкәа ишеиҿкааугьы аиҵахарақәа шыҟоу. Как вы знаете, Гальский район один из, к сожалению, это слово произношу, отсталых аграрных районов Абхазии. Собственный бюджет в 2015 году всего 36 с небольшим миллионов рублей. Занимая вторую строку в республике по плотности населения после города Сухум, 58,4 человека на квадратный километр, в районе самый высокий уровень безработицы. При общей численности населения в 30 356 человек, это данные 2011 года переписи, трудоспособного населения 17 254 человека. Численность занятого населения в госкомпаниях и предприятиях всего 1850 человек. Зарегистрированы функционирует 452 индивидуальных предпринимателя малого бизнеса в сфере торговли, общественного питания, услуг, перевозочной и другой деятельности. Пенсионеров, получающих абхазские пенсии, 7172 человека. Внутренний валовый продукт составил всего 107,5 миллионов рублей, это по данным 2014 года, на душу населения 3540. $63 США, при том, что в республике ВВП на душу населения составляет более $3000. Вы представляете, какая разница, да? Столь низкие экономические показатели в районе сформировались в результате того, что существенно заниженные, а мы только сельскохозяйственный район, возделываемые земельные площади, в том числе под многолетние растения, как в общественном секторе, так и в частном. И главное, нет переработки сельхозпродукции. У нас фактически сельскохозяйственная промышленность в районе отсутствует. В приграничных селах нижней зоны многие годы осуществляется массовый незаконный захват общественных земель под посадки орехов, фундука, что приводит к резкому сокращению пастбищ и в перспективе ограничит возможности закладки других традиционных сельхозкультур. Главами администрации сел процесс незаконного захвата земель не контролировался и не контролируется пока на достаточном уровне. Во многих населенных пунктах это трудноосуществимо и в настоящее время. Соответственно, бюджет недополучает положенных по закону налоговых поступлений. Сложившийся уровень заработных плат работников республиканских и районных органов исполнительной власти не позволяет подобрать квалифицированный персонал. Во многих подразделениях есть недокомплект штата, что крайне негативно сказывается на качественном администрировании и дисциплине. Состояние дорожной инфраструктуры не позволяет не только вести нормальную хозяйственную, торгово-экономическую деятельность внутри района, также затрудняет работу правоохранительных и социальных служб, но и способствует усилению дезинтеграционных процессов, ограничивая центральную администрацию в возможностях оперативного влияния на периферии. Деиндустриализация промышленности и переработки сельхозпродукции усугубляет экономическое положение района. В результате продукция сельхозпроизводителей района выводится за границу. В свою очередь, со стороны Грузии осуществляется агрессивная экономическая экспансия на приграничные районы, по факту превратив их в сырьевой придаток, в основном по возделыванию орехов, фундука, одновременно наращивая контрабандные поставки сравнительно дешевого мяса, молочной продукции и других товаров народного потребления. Население находится района в информационном пространстве грузинских СМИ со всеми вытекающими отсюда последствиями. В целях увеличения доходной части бюджета в 2015 году администрация района проводится ряд мероприятий по уточнению площадей земельных участков, переданных в аренду юридическим и физическим лицам. Ранее они, как правило, занижались. К сожалению, большому, мы столкнулись с той ситуацией, когда на местах нет реальной власти. Как может быть реальная власть, когда мы прекрасно знаем, что люди
не знают, какое количество земель, а у нас это самое большое богатство и в стране, и в районе. Вы знаете, что со следующего года планируется освободить приусадебные участки от налогов. Но никто не освобождает участки сверхприусадебных, взятых в аренду. Это общественные земли. То, что ни у кого нету ни одного договора аренды земли. То, что идет самозахват земель. Для района, когда я возглавил его 8 месяцев тому назад, одной из главных задач наших была создание программы социально-экономического развития района. Без этой программы хотя бы на 5 лет, я не говорю уже о десятилетиях, очень трудно какие-то действия принимать таким сложным районом и вообще любым другим. Но с чем мы столкнулись? Для того, чтобы понять и создать программу социально-экономического развития района, нам нужны исходные данные, первичный учет. У нас фактически цифры, которые дает отдел экономики, налоговая служба, вот они не дадут соврать, абсолютно разнятся с теми, что на самом деле у нас в реале находится. Какую мы программу можем написать, когда у нас нет первичного учета? И мы вот это время, фактически с весны, занимаемся тем, что проводим этот первичный учет. Мы провели опрос населения по учету лиц, которые имеют гражданство в Грузии. Об этом была пресс-конференция, вы все знаете. Там мы выявили ситуацию, в каком она состоянии. Сейчас мы по экономическим вопросам проводим инвентаризацию земель. И мы можем после этого, когда получим реальные, хотя бы на 90% приближенные к реальности показатели, мы можем начать писать программу социально-экономического развития района. И реальный наш бюджет, вот реальный, который мы район собираем, это 6 с лишним миллионов, это на земельный налог, и приблизительно столько же там налог на прибыль, да, и подоходный около 12 миллионов рублей. Это говорит, что у нас бюджета районного с вами нет. Куча социальных проблем, которые в районе. Состояние дорог, электроснабжения, водоснабжения, медицинской помощи, состояние правоохранительных органов, многие другие факторы, которые мы просто априори не можем решать. По нашим подсчетам, по данным инвентаризации, которая сейчас проводится, конечно, мы еще окончательные итоги в ближайшие 3-4 месяца будем подбивать, но даже по тем предварительным, вот здесь главы администрации сел сидят, уважаемые, которые они дали везде фактически в 2 раза, в некоторых местах в 3. В 3 раза у нас повышение, там, где наши люди пешком прошлись, 3. Но главы администрации как минимум 2 раза повышение земель под главную нашу сельскохозяйственную культуру орех-фундук. Крестьянин прекрасно знает, какую культуру сажать, какая непривередливая, которая приносит доход. На крестьянина надо ориентироваться, и все прекрасно видно, что надо в сельском хозяйстве развивать. Было время, когда цитрусы развивались, они получали. Сегодня орех-фундук дает самые лучшие прибыли, менее трудоемок. И, естественно, крестьяне этим занимаются. Мы это приветствуем, мы это поддерживаем. Просто им говорим, не оставайтесь без пастбищ. И второе, берите, ставьте это на учет. Мы здесь будем наводить порядок с использованием всех имеющихся средств, налоговой службы, фискальных органов. Налог, который мы взимаем, 2200 рублей с гектара балносборного ореха, составляет менее 1% от общего дохода. По нашим подсчетам, не менее 12 тысяч тонн ореха будет выращено в районе и продано, реализовано. У нас получается, что где-то за полгода ближайший в район зайдет 3 миллиарда 600 миллионов рублей. А бюджет нашего района 12 миллионов рублей.
Мы будем обращаться в парламент с ходатайством к президенту для того, чтобы в следующем году, в этом году, пожалуйста, но в следующем году, чтобы был введен подоходный налог на участки ореха, превышающий 0,5 приусадебный участок. Освобождение от подоходного налога сельхозпроизводителей, я думаю, что время пришло его пересмотреть. И в следующем году мы будем обращаться в парламент, чтобы 10% подоходный налог был введен. Мы должны принять радикальные меры. Деньги есть в районе. 3,5 миллиарда, если крестьяне получают 10% подоходный налог, составит бюджет района 350 миллионов рублей. Он сегодня 170. Мы откажемся от дотации, у нас фактически еще почти 200 миллионов останется на развитие района. Эти деньги пойдут на дороги, на электросеть, на город преобразить. В том же селе Пчара 120 машин купили за прошлом году за продажи ореха. Мы этому рады. Но по каким дорогам мы не ездим? Мы ввели в этом году, согласно закону, арендные платежи. Свыше 0,5 человек общественные земли берет в аренду. У него должен быть арендный договор. Договора мы раздали главам администрации. Главы администрации будут подписывать эти арендные договора. Эти деньги за арендные договора, которые будут поступать, мы будем оставлять обратно, возвращать вам в села. Останется у вас, вы можете на эти деньги в этих селах улучшить качество земель, провести другие работы по орошению или по водоотведению, улучшить качество подъездных дорог к своим сельхозугодиям. Введение этого налога должно привести к выздоровлению экономики района, к строительству дорог, и других людей это должны потом почувствовать. Сотрудники Ингургес должны заплатить налоги, подоходный налог. Список 630 человек, наших жителей, которые работают на Ингургес, они должны подоходный налог, как с физических лиц, заплатить. Те переговоры, которые ведутся по статусу Ингургеса с грузинской стороны, я в это не вмешиваюсь. Я говорю об интересах района. Эти жители Гала, Саберю, они хотят здесь по хорошим дорогам ездить, воду хотят качественную получать. И ни рубля налогов не хотят платить. Так не бывает. Хочу дать положительную оценку городскому хозяйству. На самом деле я соглашусь с теми, которые говорят, что за это время город, конечно, изменился в лучшую сторону. И в этом большая работа городского хозяйства. Самая насущная проблема – это проблема паспортизации населения или выдачи документов. В парламенте обсуждается закон. Эту проблему мы обязательно будем решать.